Государственное автономное учреждение Илишевский лесхоз на сегодняшний день в полном объеме выполняет задачи по уходу за лесом, рубке древесины, проводятся восстановительные и охранные мероприятия. И в прошлом 2019 году, благодаря усилиям сотрудников, все работы осуществлены своевременно, государственные задания выполнены полностью. На итоговом совещании коллектива приняли участие заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан Салават Бахтияров, глава администрации района Ильдар Мустафин, начальник отдела государственного казенного учреждения управления лесничествами Назиф Мансуров. Руководитель Илишевского лесхоза Федрат Якупов проанализировал деятельность предприятия за год, обозначил основные задачи на 2020 год. Стоит отметить, что доходы от хозрасчетной деятельности лесхоза за прошлый год выросли на 14%. При поддержке Министерства лесного хозяйства ведется обновление технопарка. Приобретен новый КАМАЗ с манипулятором и трактор МТЗ-1221. Коллектив объединяет 22 работника. Одной из приоритетных задач отрасли является восстановление лесов. По словам Федрата Хадитовича, в этом направлении было сделано немало. Искусственное лесовосстановление 5 гектарда, естественное возобновление 40 гектарда, агротехнический уход 254 гектарда, дополнение лесных культур, алама усмаган жерлерде 40 гектар көлемінде отыртылды. Обработка почвы, икенче жылга 73 гектар быйылга, то есть келип чыга 73 гектар жер сөрүлдү. Особое внимание в Илишевском лесхозе уделяют содержанию питомников. Здесь выращиваются молодые ели, сосна, рябина, береза, барбарис. Лесхозда общий питомник существует, урмат, ангасак, кангыш. Кангышда 2 бәләкәй питомниги. Бирдей беребез. Мастер безнең 2 мастер эшләй. Ахметова Альфия белән Ахметова Альфия безнең урматта и Равзана Зарипова 4 елда бит. Ахметова Альфияны бөтен сельский совет, бөтен кеше белән бит. Бөтен агачны отпускает дигәндә питомникта. Ну, нәмә устраивабыз. Ел сайын устраивабыз. Более 2,5 миллион тәшкил иткән посадочный материал. 3 елга кушып, 1, 2, 3 год дип атайбыз. Үзеннән без үзебездә калдырабыз дип. 300 меңне, 5-600 меңне без сатырга тырышабыз. Икенче районнарга, Россиядан кем безгә обращаться итә, шуларга сатабыз инде. Заместитель министра лесного хозяйства Салават Бахтияров сообщил об увеличении за прошлый год количества лесных пожаров в республике. И в связи с этим попросил лесников обратить особое внимание профилактической работе совместно с администрациями сельских поселений. Также на собрании присутствовали члены школьного лесничества «Березка» при средней школе села Исаметова. Второй год мы являемся на втором месте на конкурсе школьных лесничеств в республике. Нам нужно, конечно же, перенять опыт у акзелиловцев. Они каждый год у нас занимают призовые места и представляют республику на российском уровне. В прошлом году участвовали в таких мероприятиях, как марш парков в республике. Потом уже участвовали в других природоохранных акциях. Федрат Хадитович, вам огромное спасибо, Назиф Шакович, вам, потому что вы всегда в любой момент поддерживаете нас, оказываете вашу помощь. И тем, кто готовит нас на все это, Авзалов, Миникаев, всегда мы работаем в тесном сотрудничестве. Собираем шишки, ходим на посадки, участвуем везде, куда нас приглашают. Одно наболевший вопрос – это то, что почему наши выпускники не идут учиться в лесные техникумы. Вот это задумалась над этим. И в прошлом году я чуть-чуть поменяла, мы поменяли работу и включили наших малышей. Может, с малых лет надо им прививать любовь к этой профессии. И, конечно же, я очень надеюсь, что среди них будут будущие лесоводы. За добросовестный труд активисты лесничества Ильвина Галямова, Ралина Хисматуллина, Лиана Насартинова и их руководитель Лариса Сахибгариева получили почетные грамоты и поощрительные подарки. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».